Доброго вечора. У прямому етері телеканалу АТR Прайм. Це час, коли я запрошую до розмови найцікавіших людей особисто для мене, і я сподіваюся, що і для вас. Нас дивляться в багатьох країнах світу, звісно, в першу чергу в Україні, в окупованому Криму, але і по всьому світу. І це дуже добре, що ми можемо доносити думки до різних абсолютно людей і запрошувати різних людей через зв'язок, наприклад, скайпом. Що я і зараз зроблю. І я прошу до нашого етеру, запрошую дуже шановну людину. Для мене це людина, з якою я ментально спілкуюся щодня і читаю щодня його звіти про те, що відбувається в Америці, у світі, українською мовою. Дуже подробно, дуже круто, дуже важливо на нього бути підписаним всім. Це Ігор Айзенберг, професор, завідувач кафедрою Computer Science університету Манхеттен Коледж у Нью-Йорку. Селям алейкум, Ігор Бей. Селям алейкум, Ігор Бей. Слава Україні. Да. Героям слави і смерть врагам, соответственно. Я попрошу, напевно, знаєш, просто задля користі для України перейти на трофейну мову, як я називаю російську, і щоб просто нас повністю розуміли і ворог у тому числі, і люди, які нас дивляться в різних країнах. Я підкреслюю, що АТР – це міжнародний телеканал, і зараз просто для користі ми це зробимо. Хоча Ігор бездоганно говорить українською, народився в Ужгороді, як я дізнався вчора під час візиту першої леді Сполучених Штатів в Україну. І, до речі, я з цього хочу почати. Розкажи, будь ласка, не знаю, про своє рідне місто і про твої враження, і що взагалі означає візит неочікуваний, таємний дружини президента Байдена в нашу країну, зустрічі з першою леді України пані Зеленською. Я хочу лише тобі зустрічне запитання задати. Так ми якою мовою спілкуємось? Українською? Давай все ж таки трофейною, бо я хочу, щоб усі, в тому числі, чому я підкреслюю, це дуже простий факт. Багато хто каже, в тому числі в українському експертному середовищі. Я тобі вже казав, що я дав собі слово в 2014 році не спілкуватись в українському етері російською мовою. Дивись, я не наполягаю. Є дуже такі виключні виключення, коли я роблю виключення з цього. Дякую. Це задля пользы. Просто знаешь, чему? Для пользы, почему? Объясню. Потому что многие в украинском экспертном и медийном сообществе уверены почему-то, что в России отключен интернет, и что там такие слепые котята сидят, которые ничего не видят, ничего не слышат, ничего не знают. Я докладываю всем сомневающимся, что в России почти свободный интернет, и все они видят и должны видеть. Они должны видеть в том числе и поддержку Украины со стороны западных стран, должны понимать, что происходит. И это тоже часть медийной войны, поэтому мы в виде исключения, мне тоже большого удовольствия не доставляет говорить по-русски сейчас, я с удовольствием украинскую этот эфир провел, но просто хочу, чтобы во всех странах это понимали, и в том числе в стране, где живут наши враги, которые тоже с удовольствием в лапках смотрят наш телеканал. Поэтому вот вопрос ты слышал про, что значит визит супруги госпожи Байдена, и с символической точки зрения, и с политической, с любой. Потому что я вижу, что у нас многие комментаторы просто растерялись. Они не знали, как это комментировать, кроме как, знаешь, говорит, супруга президента США по сообщению Ужгородского городского совета прибыла с визитом. Вот, в общем, и все, что сказали, и встретилась там Зеленская и так далее. Но есть же и подтекст. Есть текст, а есть контекст, есть подтекст. Вот я прошу из Америки рассказать, как это выглядит для американского, допустим, зрителя, для тебя. Что это значит? Я бы, откликаясь на свою просьбу, хорошо, я буду говорить по-русски, хотя я скажу честно, когда Нью-Йорк такой город, тут можно любые языки услышать. Я, когда иногда слышу на улице русскую речь, у меня такое возникает ужасное раздражение. Хотя я пишу значительно чаще по-русски в Фейсбуке, чем по-украински, но по единственной причине. Просто мне хочется бороться таким образом с дезинформацией, которой на русском языке очень много.
Я просто на самом деле, ну то есть я считаю для себя неприемлемым говорить по-русски в украинском эфире, поэтому сегодня делаю исключение по твоей просьбе. Вот. Что касается визита Джо Байдена в Ужгород, в Украину, и ты спрашивал об Ужгороде вообще. Но мне очень приятно вчера было увидеть Джо Байдена в Ужгороде. Это, ну, впервые первая леди Соединенных Штатов посетила Ужгород. Это очень символический визит, кстати, сегодня утром по всем американским новостям. Об этом очень много говорили. Потому что, ну, во-первых, этот визит демонстрирует поддержку Соединенными Штатами Украины. Первая леди в американской традиции, хотя это не должность, конечно, официальная, но первые леди исторически играют большую роль. То есть они де-факто участвуют в политике, выполняют даже поручения своих мужей-президентов. Но, кстати, второй джентльмен, который у нас сейчас тоже есть, поскольку у нас вице-президент женщина, тоже играет роль в политике. Даже вот должен возглавить официальную делегацию Соединенных Штатов на инаугурации, по-моему, южнокорейского президента. То есть они играют свою роль. И визит Джо Байдена в Украину, он, вот, как в Америке подчеркивают сегодня, это с 2008 года второй раз первые леди появляются, ну, вот в зоне конфликтов, там, где идет война, потому что вообще очень строгие протоколы безопасности. Я знаю, что в Украине многие говорят, что ну вот хорошо бы Байден приехал, спрашивают, приедет ли Байден. На самом деле протоколы безопасности секретной службы, которые охраняют первых лиц государства и их семьи, они крайне строгие. Они просто фактически, например, исключают возможность для президента ездить на поезде. Поэтому я думаю, что визит Байдена в Киев вряд ли возможен, пока нельзя будет в Киев прилететь на самолете безопасно. Вот. Но визит первой леди, он очень символичен, потому что это очень такой сильный знак поддержки Соединенными Штатами Украины. То, что она встретилась с беженцами и в Румынии сначала, потом в Словакии, потом она заехала в Ужгород и встретилась с теми, кто эвакуировался в Ужгород. Таких людей очень много, просто знают моих ужгородских друзей. Из тех районов, где идут боевые действия, из тех районов, которые, к сожалению, сегодня оккупированы Россией. Это очень, очень символично. Я думаю, что она вернется сегодня в Вашингтон. Она, несомненно, расскажет все, что она видела президенту. И это будет способствовать усилению поддержки Украины. И для меня очень символично вообще, что вот она побывала именно в Ужгороде. Конечно, это сентиментально для меня во многом. Город, в котором я, правда, не родился. Я родился в Киеве, но, в общем, я в Киеве не жил практически. Мне не было года с тех пор, как я жил в Ужгороде. То есть года у меня еще не было. Я вырос в Ужгороде, юность моя прошла в Ужгороде. И это мой родной город, который очень люблю. Но Ужгород, я думаю, что он для Украины уникален определенным образом тем, что он вот город, вообще Закарпатье, не только Ужгород, а все Закарпатье. Это такое место, которое вот подчеркивает единство Украины, вот как бы, знаешь, единство того, что называют политической нацией. Потому что Закарпатье очень пестрый в этническом отношении край. Там живут люди очень разных национальностей, которые всегда жили очень, очень дружно между собой. Никогда не было никаких конфликтов между людьми. И сейчас, когда ты видишь, туда приехали действительно много людей, которые потеряли, многие из них потеряли все просто оттуда, где идут боевые действия, из районов, которые оккупированы сейчас. Мне даже, кстати, приходилось встречаться с такими людьми самому в Ужгороде, когда я в 2018 году я в Ужгороде был и читал лекции в университете.
И вот среди студентов, которые слушали мои лекции, были тогда ребята, которые из Донецка. Ну, их семьи приехали в Ужгород еще в 2014 году. То есть люди, которые вынуждены начинать фактически жизнь сначала. И очень приятно видеть, как этим людям помогают. Вот приятно видеть, что страна едина. Едина в том, чтобы победить в этой вот страшной войне, победить злейшего, лютого врага, который мечтает Украину уничтожить. И для меня в этом смысле вот такой Ужгород, слава богу, мирный. Это в Закарпатье было атаковано, ракета ударила в Головцу. В Ужгород пока, слава богу, ничего не прилетало. Но в то же время я разговариваю часто с друзьями, так же, как и вся Украина, переживает город все то же, что переживает вся Украина. В особенности с учетом того, сколько туда приехало людей из других регионов Украины. А визит первой леди, он очень символичен, и он очень хорошо встречен в Соединенных Штатах. Вот видно по реакции на телевидении, видно по реакции даже членов Конгресса, которые комментируют это сегодня. Комментировали кадры, как Джилл Байден встречалась в Ужгороде с Еленой Зеленской, с детьми, с их родителями, я имею в виду с детьми эвакуированными, с их мамами. Это символично очень, и это будет очень сильно способствовать увеличению поддержки Украины. Поэтому мне просто вдвойне приятно, что она побывала именно в Ужгороде, но это в любом случае, где бы побывала бы она где-то, допустим, она бы там перешла границу в Львовской области, побывала бы во Львове, имело бы точно также очень большое значение. Ну, я надеюсь, что они вместе еще приедут и во Львов, и в Киев. Но то, что я, конечно, был удивлен, что действительно ей, она этого добилась, я думаю, чтобы у нее тоже протоколы охраны серьезные, да, что это мужественный поступок, если так можно говорить, в эпоху феминизма. Вот, и она молодец. Просто, во-первых, великая. Она скажет, действительно, даст интервью, даст пресс-конференцию, расскажет там. И это все ляжет в ту копилочку, да, поддержки Украины, которая и так огромная со стороны Соединенных Штатов. И Штаты дают всем пример. А теперь я хочу перейти, собственно, к ленд-лизу. Вот сейчас буквально через, значит, меньше чем через 1,5 часа объявлено, что в 21:45 по киевскому времени президент Джо Байден подпишет исторический документ, значит, о ленд-лизе, так называемом. Да, он выбрал именно этот день. Я рад, кстати, что президент США стал играть на поле. Война гибридная, ну давайте так и играть. Да? Любит Путин символы, ну получи символ. Да? 9 мая в твой типа праздник, который ты используешь для убийства людей, вот тебе будет подарок такой, ленд-лиз для Украины. Я хочу перейти, ну то, что он подписан будет, это безусловно, это понятно, да, может быть мы даже будем транслировать в прямом эфире, но не имеет значения особо. Смысл понятен. Вот я хочу, чтобы тот смысл, который понятен тебе, ты объяснил всем нашим зрителям, в том числе и врагу, который нас смотрит и пишет круглосуточно, да, что значит ленд-лиз. Как я это себе понимаю в 2 словах, это неограниченные полномочия президента, то есть без лишних согласований уже отправлять любое оружие в Украину, которое президент, его ближайшее окружение военно-политическое посчитает нужным. А дальше все подробности я прошу рассказать тебя. Да, в принципе, это именно это теоретически означает. На самом деле, смотри, до вступления этого закона в силу возможности помогать Украине оружием было фактически 2. Одна возможность — это президент имеет право по закону о помощи иностранным государствам от 1961 года, в случае, если это отвечает национальным интересам США или делается для защиты национальных интересов США, президент имеет право предоставить странам, союзникам США, партнерам США оружие со складов Пентагона, пользуясь либо средствами, которые для этого выделены Конгрессом, либо в незначительных количествах резервным фондом бюджета, но при этом президент фактически должен согласовывать с Конгрессом
каждое такое решение. Вот он решил предоставить оружие иностранному государству, он должен объяснять Конгрессу, почему, какое именно оружие, объяснять причины. Вот второй способ — это если Конгресс выделяет бюджет специально, обычно это делается в оборонном бюджете США, на военную помощь иностранному государству. В этом случае Пентагон может на эти деньги закупить оружие специально для того, чтобы его передать иностранному государству. Но вот этот второй вариант, он используется после того, как Конгресс 2016 года каждый год, согласно, вот такая есть инициатива, как она по-английски называется, Ukraine Security Initiative, инициатива по поддержке Украины в области безопасности. Конгресс выделяет деньги, например, на этот год он выделил $300 миллионов, и на эти деньги Пентагон закупает вооружение, передает их Украине. Но это медленный такой вариант помощи. А что касается вот первого варианта, то президент им пользовался уже очень много. Сначала он пользовался резервными фондами бюджета, затем Конгресс, когда в начале марта принял постоянный бюджет на этот год, Конгресс выделил $3,5 миллиарда просто для президента, что президент может эти деньги использовать для оказания Украине помощи военной, передавать просто оружие на эти деньги со складов Пентагона. Но вот президент на данный момент уже практически эти деньги исчерпал, он их все использовал. А теперь ленд-лиз дает президенту возможность делать то же самое, то есть предоставлять Украине, в принципе, любое оружие со складов Пентагона, которое президент и администрация сочтут необходимым, не согласовывая это с Конгрессом. Этот закон, он принят сроком на 2 года, то есть в течение 2 лет. Он дает право президенту любое оружие, в принципе, вот, которое он и администрация сочтут необходимым, предоставить Украине, либо странам Центральной Европы, если их безопасности будет угрожать Россия, то президент может решить, вот сегодня Украине нужно такое-то оружие, значит, нужно его предоставить. Это, конечно, очень хорошо, потому что это очень упрощает процедуру оказания Украине военной помощи. Президент не должен будет отчитываться перед Конгрессом о каждой гаубице, предоставленной Украине, что он должен делать сейчас. Каждый этот пакет помощи, который Байден объявлял до сих пор, он такой меморандум должен подписать, адресованный Конгрессу, где объясняется, вот что, куда, зачем. Закон о ленд-лизе будет позволять предоставлять Украине, в принципе, больше помощи. И вот что президент решит, что Пентагон решит, то вместе с Государственным департаментом, Советом национальной безопасности, то и будет предоставлено. Есть другая, правда, сторона у этого вопроса. За это оружие тоже кто-то должен платить. То есть ленд-лиз как бы теоретически имеет в виду, что это оружие предоставляется в долг, или, на прокат. Если с английского перевести ленд-лиз, то это именно это означает. Ленд — это значит в долг, лиз — лизинг. Вот. Но в реальности понятно, что Украина не будет за это оружие платить. Я думаю, что никогда и никто не будет с нее этого требовать. Но дело в том, что оружие, оно бесплатно не может быть произведено. Оно должно быть оплачено. Если президент берет его со складов Пентагона, то нужно возобновлять эти ресурсы на складах. То есть, соответственно, нужно, чтобы Пентагон имел возможность заказать оружие у производителей, восполнить то, что передано Украине на своих складах. Для этого все равно нужны бюджетные деньги. И поэтому президент 2 недели назад, 10 дней назад, попросил Конгресс выделить $33 миллиарда на помощь Украине, в том числе там предусмотрено больше 20 миллиардов именно на военную помощь, на то, чтобы передавать Украине оружие, и, соответственно, восполнять запасы на складах Пентагона, либо заказывать на эти деньги оружие у производителей для того, чтобы передать его Украине. Я очень надеюсь, что Конгресс примет этот законопроект об изменениях в бюджете. Потому что это, в общем, это расходы бюджета, которые не были раньше предусмотрены.
Палата представителей собирается принять этот законопроект уже на этой неделе. Но в Сенате там может быть больше дебатов, потому что республиканцы у нас не любят расходы бюджетные. Они там что-то, некоторые из них говорят, что им надо чего-то там изучить дополнительно и так далее. Я думаю, что Сенат найдутся, не могут не найти 60 голосов в Сенате за то, чтобы одобрить этот законопроект. Ну и тогда вот ленд-лиз, он заработает, потому что просто президент сможет этим пользоваться очень быстро. Быстрее все будет происходить, быстрее будет Украина. Ну смотри, даже при условии, что ленд-лиза нет еще, вот буквально час его еще нет, да, я специально говорю это русским на понятном им языке, уже сейчас, я читаю новости, США завезли в Украину почти все обещанные гаубицы и боеприпасы для них. Это сотни гаубиц, и это десятки тысяч боеприпасов, по-моему, даже больше сотни, 150 тысяч, что ли, что-то такое. Вот. Да, 110 тысяч боеприпасов до гаубиц из обещанных 184 завезли. Значит, более 310 украинских артиллеристов завершили курс навчания, обучения стрельбой из этих гаубиц. И еще более 50 сейчас проходят тренинги, стрельбы и так далее, и так далее. М3 семерки, это вот это русским знакомая аббревиатура 3 семерки по алкогольному, так сказать, детству, юности и всему остальному. Так вот, это немножко с приставкой М. Можно ее перевести, например, как «мертвец». М3 семерки — это гаубица, которая имеет цифровую систему управления огнем. Она аналогична системе управления огнем на самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами 24,7 километра. То есть уже не получится безнаказанно поливать огнем наши позиции. Ну, не безнаказанно, но более или менее свободно, от чего страдала наша армия все эти последние дни, особенно на Донбассе. Да? Вот. И как-то вот это очень приятно, что даже без ленд-лиза. Теперь при ленд-лизе, я думаю, что даже американцы и перестанут вообще... Как ты смотришь вот на этот скандал, что, по-моему, я не помню, какое должностное лицо сказало американским журналистам: прекратите писать эти сливы ваши про то, что разведки там обмениваются с Украиной данными, там крейсер «Москва», там, которую типа помогли. Помогли, не помогли, зачем? Это военное время. Вот вообще хочу поговорить о том, как пресса американская подает войну нашу, да, и еще отдельно о том, насколько действительно объединились американские элиты. Ну, есть, конечно, там отъявленные какие-то ультратрамписты, которые в заговоры там верят, да, но все-таки мне кажется, что Украина и Америке помогла в политическом смысле как бы, протрезветь немножко после Трампа. Прав ли я? Вот что по прессе и по политике. Да, по поводу гаубиц я хочу добавить, что в американских медиа, в частности на каналах CNN и MSNBC, ну и в ведущих газетах тоже, отставные генералы американские, ну, многие из них довольно известные фамилии. Там я, например, назову Уэсли Кларка, бывшего командующего силами НАТО в Европе, ну и многие другие. Они комментируют часто, что происходит на фронте для ведущих телеканалов и газет. Но по оценке многих из них Украина сможет в полной мере задействовать, вот, скажем, полученные гаубицы где-то вот во второй половине мая, когда те украинские артиллеристы, которые прошли обучение по работе с ними, когда они передадут свои полученные знания большему количеству артиллеристов, и вот Украина тогда сможет в полной мере использовать эти гаубицы. И действительно их, насколько я знаю, их 190 передают Соединенные Штаты, по-моему, 4 Канада и 6 Австралия. Вот. И там, кстати, отдельные курсы еще проходят сейчас по их техническому обслуживанию. Это отдельные курсы от их использования в бою. И я очень надеюсь, что вот такая оценка, она действительно справедлива, и что в самое ближайшее время мы увидим результаты применения этого оружия воинами ЗСУ. Теперь ты спрашиваешь, как освещается
в американских медиа война. Она все время освещается, она практически является новостью номер один вот с 24 февраля. Очень редкие исключения бывают, когда какие-то внутриамериканские новости перебивают то, что война на первом месте, но перебивают обычно ненадолго. Ну, то есть если бывают какие-то очень значимые новости, которые касаются внутриамериканской жизни. Ну, например, вот был примерно около месяца назад теракт в Нью-Йоркском метро. Ну или вот был слив проекта решения Верховного суда о том, что он собирается отменить решение почти 50-летней давности о праве женщин на аборт. Но такие новости, которые имеют большое значение для внутренней жизни США, они временами перебивают войну как новость номер один. Однако практически вот все время война — это не только новость номер один, но она очень подробно освещается. Очень много комментаторов, бывших генералов и отставных генералов комментируют военные действия. Очень часто в эфирах, скажем, таких каналов, как CNN и MSNBC, дают комментарии члены Конгресса, и Сената, и Палаты представителей. Очень часто выступают там и дают интервью и официальные представители американских соответствующих ведомств. Например, вот сегодня рано утром Нед Прайс, спикер Госдепартамента, давал интервью, по-моему, на канале MSNBC или CNN. Я не помню даже. Я так на ходу завтракал и слушал. Рано утром было. То есть это постоянно такие вещи происходят. Кстати, Нед Прайс очень интересную вещь сказал, он очень четко сформулировал, что позиция Соединенных Штатов является то, что Украина должна победить в этой войне. И Соединенные Штаты будут делать все возможное для того, чтобы Украина в этой войне победила. То есть вот официально сформулированная позиция Госдепартамента по состоянию на сегодняшнее утро. Что касается, да, в газетах то же самое. В основном в ведущих газетах на первых страницах это новости из Украины. Это война. При этом, скажем, такой телеканал, как CNN, у них очень много корреспондентов работает в Украине, в том числе буквально на линии фронта. То есть там есть корреспонденты, которые сейчас на Донбассе находятся, передают оттуда. Ну, то есть не с самой линии фронта, но, скажем, из городов, находящихся буквально в нескольких километрах от линии фронта. Репортажи звучат практически каждый день. Что касается Трампа, вылечилась ли Америка от Трампа? Думаю, что, к сожалению, нет, не вылечилась. Совсем не вылечилась. То есть я думаю, что сколько людей Трампа поддерживали, столько и поддерживают. Правда, опросы не проводятся о том, скажем, выиграл ли бы Трамп выборы, сколько бы он там набрал голосов, если бы он баллотировался на выборах. Но просто из всего, что мы видим, скажем, из того, как проходят праймерис в республиканской партии по выборам в Конгресс, которые состоятся в ноябре, видно, что Трамп играет в них очень большую роль, и республиканская партия остается на сегодняшний день партией Трампа, но вот за исключением, быть может, того, что значительное большинство республиканских членов Конгресса поддерживают Украину и поддерживают оказание Украине помощи. В всяком случае, голосуют за соответствующие законопроекты. Тот же закон о ленд-лизе был в Сенате принят единогласно. Редчайший совершенно случай, когда вот при нынешнем внутриполитическом противостоянии что-то принимается вообще единогласно. В Палате представителей против голосовали 10 таких республиканцев, но совсем таких трампистов, каких просто свет не видывал. Еще 3 республиканца не голосовали. То есть, то очень значительное большинство республиканских сегодняшних законодателей поддерживают Украину. Однако республиканская партия на сегодняшний день остается партией Трампа. Это будет большой проблемой для Америки и на выборах в Конгресс в ноябре, особенно в 2024 году, когда будут президентские выборы. Ну что ж, до этого еще надо дожить, как говорится. Я хочу попросить тебя, наверняка ты слышал, если не слышал, то тезисы читал
выступление русского фюрера сегодняшнего, сегодня же сакральный день, который ему Трамп, конечно, не Трамп, прошу прощения, Байден подпортит буквально в течение ровно через час ленд-лизом. Вот. И на твой взгляд, что означало сегодняшнее выступление Путина, какие он месседжи кому слал своим подданным? Он не объявил всеобщую мобилизацию, как некоторые предполагали. Вот. Не назвал ни разу даже слово «спецоперация», ни разу не упомянул слово «Украина», но сказал, что он воюет на своей земле. Они воюют здесь у нас, да, на оккупанты воюют с НАТО и так далее, и так далее. Вот. Как ты анализируешь сегодняшнее выступление фюрера, что оно может означать, на твой взгляд? Я думаю, что, знаешь, я не слушал, я вот только читал его изложение, это я говорю честно. Какие-то фрагменты слышал. Правда, довольно подробное изложение прочитал, причем в американских медиа, да, намеренно не хотел читать это ни на украинском, ни на русском языках, когда это кто-то излагает. Просто мне интересно было, как это оценивают в Америке. И в Америке не произвело впечатления никакого, ни на кого выступление Путина, скажем, утром, ну, им говорили по телевизору, в том же CNN, MSNBC, в том числе, кстати, Нед Прайс, спикер Госдепартамента, комментировал. Ну, как бы вот ничего нового не сказал. По мнению большинства американских комментаторов, его выступление фактически означает признание того, что никаких своих целей он не достиг. То, что он там провозглашал, что он воюет на своей земле, ну да, но он же считает, что вся Украина — это его земля, что он считает, что Украины вообще не должно быть. Понимаешь, Путин выражает, будем откровенны, смотри, Путин выражает то, что находится в подсознании, к сожалению, наверное, большинства людей в Российской Федерации. У меня есть опыт жизни в Москве. Я жил в Москве в 80-е годы прошлого века, то есть еще в глубоко советское время. В доперестроечное время моя московская жизнь началась, потом я из Москвы уехал в 90-м году. Вот. Но вот все 80-е годы я прожил в Москве. Меня поражало вот таких три вещи в большинстве окружающих людей. Первая вещь — это такая абсолютно, как мне тогда казалось, особенно поначалу, иррациональная украинофобия. То есть вообще полное неприятие Украины как таковой. Вот сознание большинства людей в России советской. Вот я говорю то, что я ощущал в начале 80-х годов, то есть до всякой перестройки Горбачевской. Вот просто Украины не должно было быть, даже в виде УССР. То есть наличие Украины в виде УССР как административной единицы в Советском Союзе было для большинства людей в России неприемлемым. Еще в советское время. То есть, по их мнению, это была Россия, и все, никакой Украины быть не должно. И вторая вещь, которая меня также поражала, это такое вот... Конечно, я бывал в Москве до этого, там, много раз. Бывал в Санкт-Петербурге, там, тогдашнем Ленинграде, до этого тоже много раз. В детстве еще, там, в юности, в студенческое время. Но я не обращал как-то на это внимание, потому что, знаешь, ты приезжаешь куда-то на неделю, ходишь там в музей, и вообще не очень замечаешь, что там люди вокруг говорят и думают. Когда ты там живешь, то ты с людьми общаешься и неизбежно видишь. Меня поражала совершенно вот вторая вещь. Это такое очень пренебрежительное отношение большинства людей вообще ко всем, кто чем-то на них не похож. То есть вот просто ко всем нерусским. Это как-то такое было, не знаю, по-моему, это настолько как-то вот въевшееся в подсознание большинства людей было. Ты меня вначале спрашивал об Ужгороде. Вот Ужгород, Закарпатье вообще очень такие многонациональные места. Люди живут совершенно разных национальностей исторически. Все очень перемешано. Когда все всегда с уважением друг к другу относились, находили общий язык, там вообще нормально, что люди на 3-4 языках разговаривают. Игорь, знаешь, что я хочу сказать? Маленькое зауважение.
вот в твою тему. Я называю русских, я же там прожил в другое время, но ничего не изменилось, только хуже стало, когда я жил, да. Я их называю расисты, интернационалисты. Они ненавидят всех вообще. У них для каждой Ненавидят нации всех, есть да. оскорбительные слова и так далее, да. Да, для каждой нации. Вот в том-то и дело, понимаешь? Но вот эта ненависть к Украине, как к сущности просто, ненависть к украинцам, которых где-то там у них в подсознании, не знаю, вот со времен, очевидно, Петра Первого, со времен, с тех времен, как Петр Первый создал Российскую империю. И как бы вот украл историю Киевской Руси, присоединил ее к себе, и объявил, что это вот его. Ну, вот это впитывалось, как бы, с поколения в поколение передавалось. То есть то, что говорит Путин, вот он выражает то, что находится в подсознании или даже в сознании у большинства людей. Это нужно понимать, это важно понимать, потому что ведь проблема не в Путине. Если бы Путина не было, то от этого сознания и подсознания Вот, большинства Игорь, людей бы не вот, было. Игорь, дорогой, я тебя попрошу особенно вот это отметить, что меня тревожит. Провели опрос в Европе, по-моему, только в Европе. И там все опросы в пользу Украины, там во всех странах, ну, вменяемых, большинство за Украину в ЕС и так далее, практически во всех. Но то, что еще общее место такое, в большинстве стран, а всего в Евросоюзе, по-моему, 82,5% людей считают, что эту войну ведет Путин, что россияне ни при чем, что надо обязательно разделять российский народ и Путина. То есть вот это как если бы там году в 43-м, после бомбежек уже трехлетних в Британии, там после всего-всего, кто-то на Западе говорил: вы знаете, главное для нас сейчас отделять Гитлера от немцев. Немцы ни при чем, они не воюют, воюет Гитлер. Немцы ни при чем. Уже когда концлагеря, когда оккупированные территории, миллионы погибших. Вот когда Запад протрезвеет на эту тему, и протрезвеет ли, и почему? Вот это они уперлись руками и ногами просто в это. Русские тут ни при чем. Ну при чем же? Ну есть же прямые следственные связи, причинно-следственные связи. Как им это объяснить? И что должно произойти, чтобы они поняли, как украинцы, что при чем, что Буча — это не лично Путин, что Мариуполь — это не лично Путин. Вот что это за болезнь такая непонятная нормальному человеку? Нормальному человеку на Западе, ты знаешь, это действительно сложно понять. Я это просто вижу по своему общению с американцами. Я общаюсь с американцами все время на работе, там, например, а не на работе. Да им это сложно понять, действительно, потому что им сложно понять, как можно в 21 веке, вот как такое может быть в 21 веке, каким образом люди, которые вроде бы являются людьми, ну, внешне похожи на людей, каким образом они не людьми являются. Вот многим на Западе это понять действительно очень сложно. Поэтому люди на Западе ищут простое объяснение. Ну вот, значит, Путин, это все Путин. Путин виноват. Вот если не будет Путина, то будет иначе. Но я думаю, что это займет большое время, чтобы на Западе больше людей осознавало, что дело здесь отнюдь не только в Путине. И что Путин не является причиной, Путин является следствием. Путин является следствием того, что он был востребован. Но если был бы не Путин, был бы кто-то другой. Потому что он был востребован, как бы была явная ностальгия по империи. Ты знаешь, я не бывал в России очень давно, больше 20 лет уже, но я прекрасно помню, когда я приезжал даже в начале 90-х, сразу после распада Советского Союза. И в середине, ну, где-то с середины 90-х я просто уже работал в Европе, тогда приезжал значительно реже. Вот, но уже больше 20 лет не был там, но эта ностальгия по империи, она в головах миллионов людей сидела. Ну, давай, Игорь, давай такой пример крайний приведем просто, напомним, да, что даже не 80-е, 93-й год, уже революция произошла в России, уже Россия вроде бы встала на демократический путь, да. 93-й год, Нобелевский лауреат по литературе, гражданин Соединенных Штатов, поэт-лауреат США, Иосиф Бродский, который прожил всю жизнь, боролся с Советским Союзом, который был изгнан, унижен, разлучен с родителями, которые умерли по телефону, как он писал, да, которых он никогда больше не увидел с момента своего изгнания в 32 года. И этот человек находит возможным
правильным написать злое стихотворение, унижающее Украину. Просто зачем? Даже непонятно. Это как будто вот какой-то инстинкт. Знаешь, когда из человека выходит вот этот русский мир, который Это даже в таком человеке, как да. Бродский, сидел. Да. Я с тобой согласен. Это действительно инстинкт, который вот впитан из поколения в поколение, впитывался. Это действительно так и есть. То есть это будет очень сложный процесс для того, чтобы сознание у людей изменилось. И я мог бы тебе еще такие примеры привести людей, как бы не менее образованных, чем Бродский. Но Бродский просто, Игорь, это самый крайний пример. То есть человек всю жизнь был антисоветчиком, всю жизнь там подписывал все петиции против Советского Союза, в отличие от Солженицына, да, который там типа публично Березки любил. А тут вроде такой западник, и раз прыг обратно вот в эту клетку русского мира и с обезьяньей вот это. Понимаешь, что это просто омерзительно было. Бродский же, очевидно, воспитывался в своей семье. Мы не знаем, что ему родители об этом говорили. Да, примерно можно сказать. Ленинград, отец флотский офицер, да, Ленинград, потерянная столица империи, да, у которой украли ее столичность когда-то и так далее, и так далее. Он учился в ленинградской школе, правильно? Да. И так далее. То есть это же... Человек впитывает очень много разных составляющих на человека влияет. Я думаю, что... Игорь, хочу важнейший вопрос тебе задать. Бог с ним, с Бродским. В конце концов, его уже нет давно, и как бы он сам позаботился о своей памяти в разных смыслах, да? Остается у нас 7 минут разговора, и я хочу, чтобы ты посвятил их посвятил их Крыму, потому что идут тут дискуссии, где там остановиться войскам, что можно считать линией там 24 февраля или их не существует. Уже пытаются прощупывать эту тему в эфирах украинских телеканалов всякие русские либералы, а не стоит ли помириться на каком-то этапе. И в то же самое время мы слышим от Соединенных Штатов, Канады, Британии, еще от кого-то, может быть, уже от большего количества стран, слова такие: ну нет, товарищи, смысл уже такой. Нет, все-таки только территориальная целостность полная, только вместе с Крымом и Донбассом. То есть другого варианта победы, это как минимум, да, не рассматривает западная коалиция, которая поддерживает Украину. Вот насколько четкая эта позиция, насколько это проговаривается по Крыму, сколько уже забыли все про Минские соглашения, которые Путин сам отправил, в общем, смыл в унитаз, и остался только один вопрос: полная территориальная целостность Украины. Вот в этом аспекте расскажи, что ты видишь по настроению западных политических элит и так далее. Во-первых, ты абсолютно прав, что в понимании западных политических элит полная победа Украины — это восстановление ее территориальной целостности в международно признанных границах. То есть, естественно, это возвращение Крыма в Украину, возвращение Донбасса в Украину, возвращение оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей в Украину. То есть восстановление целостности Украины в границах 1991 года, в границах на момент распада Советского Союза. Но при этом у нас в Госдепартаменте любят говорить, добавлять к этому, но что мы будем поддерживать Украину в том, чтобы она восстановила свою целостность. Если Украина сочтет для себя возможным какой-то иной вариант прекращения войны, там, временное перемирие какое-то и так далее, то мы будем уважать такое решение Украины, как бы добавляют. Но я думаю, что в Украине таков настрой сейчас всеобщий. Общество, да. Что никакого другого варианта, кроме победы в этой войне и полного восстановления территориальной целостности Украины, быть не может. И Запад в этом Украину будет, безусловно, поддерживать. То есть это 100%. Никакие другие варианты не рассматриваются. Я вижу, надеюсь, думаю, что и руководством Украины никакие другие варианты сейчас не рассматриваются. То есть это уже совсем не то состояние, которое было, когда там, например, в Стамбуле происходили переговоры между переговорщиками Украины и России, когда там Украина предлагала какие-то варианты временного соглашения. То есть, мне кажется, что после того, что произошло в Буче, в Бородянке, после того, что
люди всего мира видят, что вообще происходит везде, что происходит в Харькове, в Одессе, да вообще везде. Вот во В всей Мариуполе, Украине. в первую очередь в Мариуполе. В Мариуполе Да. в первую очередь, да. В Украине просто не найдется никого, кто бы согласился на какое бы то ни было мнимое временное перемирие, потому что любое такое решение, оно не является решением. Оно будет означать еще большую войну завтра, потому что любое такое псевдорешение только позволит России как-то восполнить свои потери, подготовиться к следующей атаке, снова начать наступление. Соединенные Штаты, я могу точно сказать, при нынешней администрации будут поддерживать то, чтобы Украина одержала победу. Именно в понимании восстановления ее полной территориальной целостности. Естественно, что включая Крым, включая Донбасс. То есть в границах на момент распада Советского Союза, в международно признанных границах 1991 года. Игорь, и последний вопрос. У нас остается буквально 2 минуты, ты знаешь. Поэтому удастся ли Америке поставить на место таких членов западного сообщества, как, например, Венгрия и Болгария, которые откровенно, но элита там мы понимаем, какие, они пытаются мешать, накладывать вето там на эмбарго всякие и так далее. Есть ли какие-то инструменты в Америке давления на этих путинских друзей, так называемых, полудрузей таких? Я думаю, что какие-то скрытые инструменты, конечно, есть. Вероятно, скажем, давление на них через Евросоюз, потому что можно ограничить для них доступ к, скажем, финансам Евросоюза. Венгрия, Болгария, ну, как и все страны Центральной Европы, очень зависят от получения денег из Брюсселя. Такие инструменты есть, хотя применить их нелегко, но тем не менее я считаю, что применять их нужно, потому что ну, просто иначе это будет даже в Венгрии, будет как троянский конь в Европе. Хотя я бы сказал, что если кто-то говорит, ну, надо исключить Венгрию из Евросоюза и НАТО, но если Венгрию исключить из Евросоюза и НАТО, то это уж будет просто не троянский конь, а вот такой открытый путинский агент в Европе в этом случае. Поэтому лучше уже пусть Венгрия будет в Евросоюзе и НАТО под контролем Евросоюза и НАТО, и с возможностью оказывать на нее давление. Но это так же самое, как некоторые говорят про Турцию, что вот она не соответствует стандартам западным, поэтому в НАТО ей там типа не место. Ну, а если не в НАТО, то где? Ну, ребята, давайте думать прагматически, да, и в любом союзе западном ей быть полезнее для Украины, это точно, и для Турции, даже если там не все это понимают, тоже. Благодарю, щоб все голос, велика подяка Ігорю Айзенбергу, українському аналітику, людині, яку завжди я читаю кожен день і щодня рекомендую вам читати Ігоря. Так само я рекомендую всім дивитися телеканал АТР, допомагати нашому телеканалу, бо ми б'ємо точно в ціль. Я знаю, що нас дивляться по всьому світу, і в тому числі ворог дивиться цілодобово, і він знає, що ми кажемо правду. А ми впевнено кажемо вам, окремо жителям окупованого тимчасово Криму, що ця історія закінчиться українською перемогою, звільненням Криму і Донбасу, і може навіть чимось більшим. Але це просто 100%. І це нам підтвердив наш сьогоднішній гість. І я дуже вдячний вам за увагу. Дивіться АТР далі. Ми чесні, ми цікаві, з нами цікаво.